Скромно опущенный взгляд девушек, любопытные и зоркие у молодых людей. Это шуточное сватовство, как способ поведать о традициях и обычаях ингушей. Горянки на смотринах демонстрируют не только гордую осанку, но воспитание и ум. Парни и девушки соревнуются в словесных спорах и шутках, в которых нет уязвленной стороны. Окунуться на время в далекое прошлое, в жизнь наших предков. Для этих школьников действительность. Герой Ислама Тариева – Тамада, что называется, руководитель процесса, который где надо и поддержит друзей, а где надо и успокоит. Творчество людей, в основе которых традиции народа, его вековые адаты, связующее звено между поколениями, сочный колоритный язык и искрометный юмор никого не может оставить равнодушным. Мне понравилась эта сценка, я многое узнала о ингушских адатах, традициях. Также эта сценка была в шуточном виде, шуточное сватовство называется. Но все, что там делалось, я как будто окунулась во всю эту атмосферу далекого 19 века. Традиции, как монолит этноса и культурного наследия определенного народа, связывает как молодежь, так и взрослых людей, рассказывают деятели культуры. И справедливо замечают, горцы и горянки Ингушетии демонстрируют грациозность и искренность не только на сцене, но и в жизни. Здесь каждое слово звучит только на родном, и каждое стихотворение только о нем, языке наших предков. Член Союза писателей Ингушетии и почетный гость вечера Зарета Ахильгова декламирует свое стихотворение, посвященное ингушскому языку. Согласно данным ЮНЕСКО, под угрозой исчезновения около 3000 языков, из которых более 130 – это языки народов России. Возродить и приумножить лучшие традиции народа. Декада ингушского языка и литературы в этом имеет, несомненно, важное значение. Литературные вечера, семинары и выставки, встречи с известными поэтами и писателями, знатоками родного языка будут проходить повсеместно в рамках декады ингушского языка. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.